Да, меня зовут Марта, я представляю Monkey Food. Кто-то знает про нас? Кто-то знает. Почему я спрашиваю? Не случайно, потому что для меня сегодня очень необычное выступление. Говорю на ту тему, о которой обычно не говорю. Как правило, я говорю про экологическую повестку, потому что именно с экологической повестки мы начинали свой проект, и он рос в первую очередь именно с этим ядром, с этой компонентой, но вокруг нее было очень много всего другого, про справедливость, про социальное равенство, про инклюзию, много-много всяких составляющих, которые мы вот как-то долгое время не проговаривали. То есть мы вроде бы общались, это было все в поле, но это не было четко прописано. И потом на каком-то этапе мы поняли, что нам вообще-то нужно, наш коллектив растет, и это уже не 5 человек, которые тесно друг с другом взаимодействуют, и как бы супер на одной волне нас становится все больше и больше, много людей к нам приходят, и нам очень важно, чтобы наши вот эти ценности, наша миссия, которую мы с самого начала себе поставили, чтобы она реализовывалась внутри коллектива и транслировалась вовне, и чтобы мы действительно к ней шли. И мы думали, как нам это объединить. Конечно, вначале мы начали изобретать велосипед. Я, как специалистка по коммуникациям, отвечающая за весь контент, начала писать целый манифест и все остальное. Потом опомнилась и подумала, что уже существуют эти ценности, они уже прописаны очень четко, и с ними уже поработало огромное количество людей. Вот я сейчас у вас увидела на сумке прекрасное изображение, все они знают, это 17 целей устойчивого развития, которые, с одной стороны, набили всем оскомину уже, но с другой стороны, они очень четко проговаривают куда вот эти ориентиры, в сторону которых нужно идти, дает какой-то определенный такой широкий спектр возможностей их реализовывать. И мы решили, что все классно, все это очень подходит. Мы переосмыслили их в контексте нашего проекта, нашего заведения, что мы уже делаем, что мы можем делать, куда мы можем идти, в реальности, да, то есть вот именно внутри нашего кафе мы заявили об этом, и мы начали постепенно идти и что-то реализовывать в рамках каждых целей. И инклюзия, ведь это же не только про какие-то физические или ментальные особенности. Инклюзия в бизнесе, в работе, это про самые разные вещи, это про разнообразный коллектив. И не только про то, что мы говорим, да, мы без проблем готовы кого угодно взять, а про то, что мы задаем вот эту волну, когда мы отсматриваем резюме, как мы пишем и заявляем о нашей вакансии. Если у нас какие-то внутренние правила о том, что, например, нам обязательно нужно отсмотреть 50%, например, женщин, 50% мужчин при найме на вакансию, что наш коллектив должен быть разнообразным, что если есть возможность у людей с физическими особенностями на определенные позиции включаться или вообще на все, да, потому что это самые разные могут быть особенности, то мы должны внимательно к этому подходить и обязательно, если мы видим кандидата, обязательно пригласить его на собеседование. То есть какие мы условия создаем вообще внутри коллектива, как мы про это говорим, поддерживаем, ведь внутри коллектива тоже происходят определенные процессы, поддерживаем ли мы дискриминационные процессы, или мы говорим четко нет, вот так у нас не будет и будет по-другому. И здесь был такой недавно интересный момент у меня в команде, я сейчас отойду от этого, когда моя коллежанка, менеджерка, мы с ней разговаривали, и она мне говорит, вот я недавно увидела вакансию, это вакансия связана с общепитом, и она говорит, что там было в этой вакансии написано, что шеф-поваром принимают, была приписка только мужчин. И она говорит, Марта, я была поражена. И я думаю, да, прошло несколько лет, и это менеджерка, которая работает у нас несколько лет, она поражена тому, что это происходит, супер, она говорит, у нас же это постоянно на слуху, такого не может быть. Она была возмущена и поражена, какое-то такому проявлению дискриминации,
информации где-то в другом месте, потому что для нее норма тех взаимоотношений внутри команды, которые есть у нас сейчас. И как все развивалось дальше? Мы и до того, как прям полноценно задумались про инклюзию, мы делали какие-то вещи, связанные с этим. Но сейчас мы начали именно какой-то уже такой осмысленный путь. Что мы, например, делали до этого? Допустим, вообще какие есть основные направления у бизнеса, как мне это представляется? Первый такой самый такой старый путь, который, наверное, сейчас уже мало кто использует, это какая-то просто финансовая помощь, какая-то благотворительность, но это вообще не наш путь, мы вообще никогда не занимаемся благотворительностью принципиально, потому что преобразования должны происходить, то есть это не про просто деньги куда-то дать, да, без какого-то результата, обязательно должно быть преобразование и должна быть ценность в этом преобразовании, поэтому это точно не наш вариант, и мы вообще с ним никак, ни в каких аспектах не работаем принципиально. Второй вариант – это найм сотрудников, то есть предоставление, о чем обычно бизнес думает, о том, чтобы предоставить эти рабочие места. Это классный вариант, потому что он дает не просто экономическую свободу определенным группам, это вариант, который дает социальную интеграцию, да, то есть это реализация, то есть это какой-то эмоциональный фон этих людей, дает возможность быть самостоятельными и, что самое важное, вообще включенными в общество. То есть это клевый способ. И, конечно, мы, в принципе, как я уже говорила, мы на старте думали об этом, но у нас не появлялись сотрудники, у которых были какие-то, допустим, физические особенности, да, что-то такое, не было таких сотрудников. Но при этом наш коллектив действительно гендерно сбалансированный, что большая редкость в общепите, особенно на ключевых позициях, то есть, например, менеджерских позициях обычно работают мужчины, а на такой сфере пониже, да, то есть обычно работают женщины. У нас не так, у нас во всех вот этих вот составляющих и мужчины, и женщины есть. И это, вам скажу, непросто. Вот. Дальше у нас есть сотрудники не только белорусы, что тоже важно, потому что это тоже такой аспект, связанный с включением. И мы начали активно, то есть начали говорить о том, что мы готовы рассматривать людей, у которых есть какие-то физические особенности, но если они могут справляться, почему нет? И на данный момент у нас есть слабослышащий сотрудник. Вообще, я не знаю, мне кажется, в коллективе никто особо не заметил. Правда, то есть это, единственное, точно все происходило как с любым другим сотрудником. То есть он пришел, у него было там вот этот вот кусочек времени, когда ему нужно было попробовать, все как бы хорошо, и все. То есть вообще, по-моему, никто не понял. То есть мы это никак не проговаривали, но были рады, что что все хорошо получается, что у него хорошо получается. У нас был и другой кейс, когда к нам пришла стажерка, у которой есть сложности с моторикой, и она очень клевая, очень позитивная, и в общем-то все у нее хорошо было на стажировке, но она сама сказала потом, что она хочет прекратить стажировку, потому что ей реально физически сложно все-таки оказалось. Но это тоже был классный опыт, мы увидели, что вообще-то все отлично, то есть все круто получается, то есть даже вот эти сложности с моторикой, именно руки и вот эти процессы, например, там кофе, вот то, что варит, все как бы у нее классно получалось, но вот в целом, все равно ей было сложновато, потому что у нас достаточно большие смены, и надо, наверное, там переосмысливать вообще, как строить тогда смену, возможно, нужно развивать, думать, как-то, в общем, это переосмысливать. Вот. И сейчас, по какому мы пути пошли дальше? То есть мы сферу услуг.
С одной стороны, вот я уже рассказала, что есть это направление, когда мы включаем людей в работу и предоставление рабочих мест. Здесь можно дальше смотреть и как бы подстраивать даже наш бизнес под это, потому что сегодня как раз мне очень интересен кейс про людей с ментальными особенностями, как они пекут, потому что мы давно про это думаем, что когда у нас это направление, эта линия выделится, у нас есть выпечка, мы давно уже об этом думали, что кажется, вот здесь вполне возможно интегрировать, если бы увидела, что об этом будут говорить. Классно. Я, в общем, еще поучусь. Вот. То есть есть куда расти. Но дальше что следующее? Так как мы сфера услуг, к нам приходят люди, и, конечно, нам интересно не просто говорить, наша еда доступна для всех, потому что это то, с чем мы как бы зашли, мы говорим о том, что веганская еда доступна для людей вообще самых разного гендера, разных религиозных там, предпочтений, вообще самых-самых разных. Она объединяет. Ну хорошо, она объединяет. А где? Окей, вот а где определенные группы? Они приходят к нам или нет? И у нас, я знаю точно, что есть группы, которые приходят, но им было на определенном этапе недостаточно комфортно. Это про самые разные группы. Это, например, люди с другим языком. То есть английский, французский, еще какой-то, да, как с ними коммуницировать. Это, конечно же, все, что касается мобильности. Есть пандус, нету пандуса. Я вам скажу, что построить пандус на Октябрьской, это было приключением, его вообще согласовать. Оказывается, это не так просто, серьезно, я не шучу. То есть в нашем, как бы социально ориентированном государстве, как мне сказали, вообще-то заставляют кого-то даже и пандус строить. Нам не давали, нам отказывали, я вам серьезно говорю. То есть мы потом плюнули и построили его. Скажите, а чем аргументировали? Аргументировали вначале, они потеряли письмо, потом через какое-то время они перенаправили, мы прислали новое, они перенаправили в другое, а потом обратно. Потом они дали отказ, сказали, что у нас проект не соответствует. Мы им сказали, подождите, ребята, у нас соответствует проект, там есть определенные нормы пешеходные, это у нас все соответствует. Мы консультировались, мы сделали, мы заняли огромную часть пространства, которую в реальности как бизнес мы могли занять под столики, да? Но мы заняли ее под пандус. То есть мы представили, что там будет пандус, потому что на Октябрьской толком этих пандусов нет. Есть заведения, куда можно просто ехать на низкий, но все остальные, особенно эти павильоны, там нет пандуса. Как эти люди будут попадать? Нужен пандус. Потом они потом второй раз потеряли. Мы подключали даже общество, как это правильно называется, по защите прав людей с инвалидностью. Да, вот Марина, ты помнишь, это что мы с тобой обсуждала. Мы даже их подключали, они там звонили в эти отделы. Короче, это было целое приключение, мы просто плюнули и построили пандус. Серьезно, все, то есть проще заплатить штраф, чем согласовывать? Мы не могли согласовать, но сейчас они не могут убрать, потому что в реальности они не могли согласовать, но и убрать они тоже не могут. То есть это даже ничем не грозит. То есть, я не знаю. Я не знаю, мы готовы, мы столько усилий приложили, мы столько пытались это сделать. Короче, и это про пандус только, да? Поэтому не все так тут легко и просто, с мобильностью, ладно, хорошо, разобрались, то есть мы думали там о столиках, когда все это ставили, пандус, это второе кафе, в первом, в общем-то, есть, и, в общем-то, с этим все более-менее понятно. Непонятно было, и до сих пор пока непонятно, у нас нет опыта, и, кстати, возможно, такой опыт у нас будет, я вижу человека, который, может быть, нам поможет. Я быстро нахожу, способы, как решить. С тем, чтобы, инклюзивный бариста, это отличный проект, с тем, насколько наше пространство, например, в первом кафе точно, оно не инклюзивно, к сожалению, для бариста, а вот второе, как я понимаю, возможно, и даже да. И тогда, может быть, это, тоже, такая будет опция, такая возможность при трудоустройстве, надо проверять. И
значит, вот этот опыт с слабослышащей баристы, это как раз-таки про то, чтобы обратить внимание, во-первых, обратить внимание всех остальных, как, ну, можно ли взаимодействовать, потому что, да, есть кассиры, но это совсем другая история, потому что там нет коммуникации. Ну, то есть вот я пришла, я выложила на линию товар и все, а бариста это коммуникация постоянная, то есть вообще это возможно, как гости на это реагируют, что происходит, можем ли мы вообще думать, ну, в будущем о том, чтобы такую возможность действительно давать для такого трудоустройства. И в этом случае помогла очень Мэри. Это вообще офигенная женщина, просто потрясающая. Она слабослышащая, мы с ней классно подружились, она очень круто про все рассказала, и она помогла нам с этим. И во время, когда работала слабослышащая бариста, что происходило? Люди, они не то что были довольны, заинтересованы, они брали алфавит напечатанный, да, и они пытались коммуницировать с ней на ее языке. Они не ждали, что она на их языке будет коммуницировать, они пытались с ней на ее языке коммуницировать. Это было офигенно. Короче, все были очень довольны, гости были довольны, улыбались, команда наша улыбалась, бариста улыбалась, короче, все были довольны. В общем, это был кайф, реально. Был очень хороший день. Но кроме этого, да, кроме трудоустройства, тот пункт, про который я говорю, есть еще один момент. К нам приходят вот эти люди, и как нам сделать так, чтобы им было комфортно. И я вам скажу, что был один проект. Мы очень рады, что мы к нему подключились. Этот проект делал галерея У, все включены, все включено. Я обязана про него сказать. Ну это действительно очень классный проект. В чем заключалась его суть? В том, что резидентам улицы Октябрьской предложили собраться вместе. Продолжался там как несколько месяцев, там протяженность была. Кто-то подключился, кто-то нет, ну конечно же подключились, ну как это все включены, надо включаться обязательно. Вот, мы подключились, и там мы говорили как раз про инклюзию во всяких разных ее проявлениях. Что-то мы могли сразу дать улице, у нас были идеи, вот, например, с нашей экологической повесткой мы что-то обсуждали, что-то сразу сделали. Но нам было очень интересно понять и получить этот опыт взаимодействия действительно с людьми, которые, например, невидящие, слабослышащие, слабовидящие, люди с ограниченной мобильностью, в общем, самые разные с ментальными особенностями, как они воспринимают вообще наше пространство, как они его видят, что с ними происходит, удобно, неудобно, чего им не хватает. И тут нам стало понятно, что, конечно, все-то вообще-то им удобно, и они недостаточно к нам приходят не потому, что просто не знают про нас, потому что они действительно им непонятно, как в этих пространствах, там столько всего открылось вообще. И тут мы подумали о том, что это нам нужно еще делать какие-то шаги в сторону этих людей для того, чтобы им захотелось к нам приходить. И вот какой шаг еще, кроме, у нас есть внутреннее обучение обязательно, они там касаются многих разных тем, и обучение, которое я выстраиваю для наших менеджеров и бариста, теперь оно включает большую компоненту, связанную с инклюзией. Вот, потому что мы поняли, что, во-первых, вся команда должна понимать, как взаимодействовать с людьми, во-вторых, чему-то обучаться в связи с этим, получать какой-то реальный опыт. И, так как у меня заявлено именно про слабослышащих и неслышащих людей, нашим решением было дать возможность коммуникации со слабослышащими в рамках какого-то тренинга и начать какое-то постепенное обучение. И мы это начали, то есть мы провели тренинг, они получили тренинг провела мэрия, попросила провести, мы подготовили все ключевые фразы, которые могут возникнуть. Мы поговорили о том, как коммуницировать. Они просто получили этот живой опыт, поняли вообще, что, не знаю, поняли, что нужно смотреть в лицо, например.
да, вот эти такие простые истины, но тем не менее это тоже нужно было донести. Как вот мы подумали, как эта коммуникация будет происходить. Команда получила доступ, мы записали видео с Мэри, они все получили доступ, чтобы это все выучить, они выучили алфавит, причем это я не просила их выучить, но они просто им понравилось, и причем выучили не только менеджеры и баристы, которых я попросила это сделать, а выучили просто сотрудники на кухне, которые все вместе учили, ну, короче, у них там движ начался на эту тему, такой вполне веселый. И ну, дальше следующей ступенью будет еще одна встреча с Мэри, и вот так вот это постепенно, раз в пару месяцев мы договорились, что будет происходить эта коммуникация для того, чтобы ну, это не забывалось, чтобы это продвигалось. И да, они рассказывают, дают обратную связь, как они, как кто-то приходит, как они взаимодействуют, как они уже могут что-то говорить жестовым языком. Ну, это очень круто. И я точно скажу, что это очень круто, потому что мой личный опыт, у меня, я иногда стою тоже за кассой, тоже иногда работаю как сотрудник кухни или бара, вот у нас. И у меня был опыт, когда слабослышащему гостю я вынесла еду и сказала ему на жестовом языке приятного аппетита. И я не знаю, это было просто какое-то супер волнение, потому что он так улыбался. Я так улыбалась. А это, по-моему, я уже сейчас забыла, это, по-моему, вот так, что-то такое. Вот так, да, вот, да. И он очень улыбался. Он вышел, а потом он пришел и привел с собой 4 друга, и они все улыбались. Да, ну, в общем, это было офигенно, вот, я такая прибежала, помнишь, что я сказала, меня пущали. Ну, короче, в этом очень много радости, потому что человеку нужен человек, и когда мы немножко соприкасаемся с другим, вообще с любым другим, мы чуть-чуть понимаем, мы включаем нашу эмпатию, и нас понимают, это большое счастье. И ну, в случае с инклюзией, это у нас в нашем пространстве очень мало видимости, репрезентации, и нам недостаточно опыта. И когда этот опыт случается, это очень ценный, классный опыт, потому что это расширяет вообще наше сознание, как любой опыт встречи с другим. Ну вот. Да. Я являюсь основателем первой в Беларуси вообще пекарни, на которой будут работать люди именно с ментальной инвалидностью. Это люди там, с умственными и психическими особенностями. На данный момент мы как раз таки проводим проработку рецептур, и это как раз идея этой пекарни показала свою актуальность сегодня, когда увидел исследование Антона о том, что вот люди с психическими особенностями считаются в нашем обществе какими-то там особенными, с которыми не хотят работать. Это одна из целей нашей пекарни — показать, что эти люди есть, что они хотят и могут работать в первую очередь. Как я к этому пришел? Где-то порядка 15 лет назад у меня есть друг, который получил серьезную черепно-мозговую травму, 8 дней пролежал в коме, вышел из комы, довольно долго проходил реабилитацию. Естественно, в прежнего себя он вернуться не смог, и так как до этого он работал, и это все с ним произошло в возрасте 22-23 года, как раз на день рождения, то после того, как он прошел курс реабилитации, он пытался учиться и трудоустроиться. У него это не получилось. И вот порядка 10 лет он очень редко выходит на улицу. Прям очень редко, и трудоустроиться, ну, в моем представлении, ему будет крайне сложно сейчас. Возможно, на этапе, когда он прошел курс реабилитации, все было бы гораздо проще, если бы у меня был такой проект. И жизнь сложилась так, что в 2012 году я попал на фирму, которая занималась как раз таки трудоустройством людей с различными группами инвалидности.
И там на собеседование приходили люди, которые как раз-таки являлись людьми с ментальной инвалидностью. И, к сожалению, мы не могли предложить им работу, потому что просто за счет специфики у них бы это не получалось. Мы брали тех, кто утверждал, что получится, двигали по всему циклу фирмы для того, чтобы найти место, но место так и не получалось найти. И в конце 2017 года появилась идея создать некое предприятие, на котором будут работать именно вот эти люди, которых мы не видим, не знаем. Мы знаем, что они есть, мы слышим про организации, которые помогают детям, но мы абсолютно не понимаем, что с ними происходит после 18. Вот мы им помогали до 18, и потом они раз исчезли, и все. И где они, что они, никому ничего не известно. Марта, по поводу продукта. Мы очень долго выбирали вообще, что можно делать. Мы пробовали хлебобулочные изделия. Суть заключается в чем? Почему мы пришли к печенью? Да? Во-первых, это понятный продукт для всех нас. То есть это не надо воспитывать никакую новую культуру, как в случае даже с Monkey Food, да, эко-еда. То нам как печенье. Все знают печенье, все знают этот продукт. Поэтому не надо никакой культуры, не надо никакого сообщества формировать. Все знают печенье. И печенье — это такой продукт, который позволяет разбить цикл производства на такие мелкие функции, которые могут выполнять эти люди. То есть на данный момент у нас работает 2 формовщика, которые занимаются вырубкой теста и выкладыванием на противень. И 2 фасовщика. Это те, кто готовую продукцию фасует по упаковкам. Соответственно, это циклы. В хлебе, например, нельзя найти такого цикла. То есть это довольно тяжелый труд, тесто должно растаиваться, с ним сложно работать, нужно отслеживать, и ребятам это сложно делать. И, соответственно, мы тоже преследуем, у нас есть не только цель, что мы трудоустраиваем людей с ментальной инвалидностью, да, мы будем продавать продукцию в эко-упаковках, это будут стеклянные банки для сыпучих продуктов, если знаете, такие диагональные, с откручиваемся широким горлышком. То есть это будет многоразовая упаковка, которую мы планируем как раз таки по вопросу благотворительности, да, поставлять в крупные фирмы, где фирмы смогут, выставляя наше печенье в приемные для своих сотрудников, в переговорке, позиционировать себя не только как бизнес, который занимается добычей денег, но и как бизнес, который делает что-то хорошее, и что он делает это хорошее, не только дал денег и все, отстаньте от нас. Но это хорошее для всех, и для сотрудников, и для клиентов фирмы, и для наших сотрудников, которые работают в нашей пекарне. И работать будем как раз таки по принципу, как воду в банках все заказывают в офисы. То есть один раз заплатили за банку с печеньем, а потом мы приезжаем, забираем пустую банку, оставляем банку с печеньем. То есть такая своеобразная подписка. За время работы как раз таки с людьми с группой инвалидностью, с различными группами инвалидности, я пришел к выводу, что наличие такой социально ориентированного какого-то одного направления, его недостаточно. То есть во всех моих предыдущих фирмах, в которых работали люди с инвалидностью, да, это хорошо. Да, я чувствую какую-то гражданскую ответственность, что я что-то делаю. Но для клиента бизнеса недостаточно только того, что у нас работают люди, как в данном случае, с ментальной инвалидностью. Поэтому мы сюда как раз и накрутили эко-упаковку и новую услугу доставки именно в такой форме. То есть недостаточно просто жить своим желанием делать хорошо. Нас таких сейчас здесь находится 100 человек. Да? Если из вас 100, все 100 будут покупать мою продукцию, этого не хватит для жизни моего производства, включая все расходы, зарплаты и все остальное. Да? Поэтому нужно шире говорить о том, что да, есть такая плюшка, есть эко-упаковки, есть новая услуга, то есть и есть возможность бизнесу позиционировать себя как организации, которая занимается не только добычей денег. Поэтому мы наплели туда
кучу всего. Что могу еще рассказать? Могу рассказать о том, как было сложно. На самом деле мы уже второй год пытаемся открыть эту пекарню, и на самом деле мы вот уже на финише. У нас были вопросы и с пандусами, и с баристами, и с доступной средой, и с туалетами для людей с группой инвалидности. В общем, на каждом этапе происходит вот этот вот процесс, когда напишите письмо, 2 недели ждите ответ приходит, что вы не туда написали письмо. И у нас был даже такой цикл, когда мы написали письмо в арендодателю, арендодатель отправил нас в администрацию района, администрация района отправила нас на город, город написал нам ответ, что это не в их компетенции, данный вопрос должна решать администрация, администрация получила их ответ и распределила вопрос арендодателю. Арендодатель сказал, что это вообще они не принимают таких решений, они не имеют права принимать таких решений. И, ну, чтобы вы понимали, между этими ответами там 2 недели вот они сохраняют, да, вот срок, который обязан, да, и вот ну, там 6 ответов, 6 месяцев, и аренду я должен платить, потому что у меня есть помещение, в котором я делаю ремонт. И все, да, вот с пониманием, да, хорошо, молодцы, такое хорошее дело хотите сделать. Но туалет, да, вы хотите сделать, модернизация, да, причем модернизация это еще в лучшем случае, а есть еще не модернизация, а есть реконструкция. А реконструкция согласования 6-12 месяцев. Ну и типа, и вот они сидят, 2 женщины, которые говорят о том, что я пытаюсь сделать хорошее дело, и они между собой решают, будет у меня модернизация или реконструкция. Типа, вот, ну, куда мы его отправим? На 12 месяцев на реконструкцию или модернизацию там за пару месяцев он сможет решить. И ну, есть четкое понимание, четкое желание, то, чего мы хотим достичь. Да? Мы хотим там открыть сеть этих пекарен, открыть кофейни, в которых будут работать инклюзивные баристы. Есть эта цель, но на данный момент вот мы запускаем пилотный проект, который мы хотим показать, и мы хотим привлечь внимание людей к тому, что можно брать их на работу. Что они есть, да, что их нужно вытягивать из дома, что их нужно отправлять на работу, что после 18 они не попадают в гетто, что они есть все, неважно, просто ментально это моя личная боль, да, это моя история. И это люди, которые за время моей работы с людьми с различными группами инвалидности, это люди, которые вызывают во мне особый отклик внутри, да, когда я понимаю, что насколько бы человек не хотел, он просто не может. Не может, потому что я не могу предложить ему ту работу, которую он может делать. Поэтому я придумал вот этот проект. И, соответственно, вбухал кучу времени, сил и денег. Поэтому... ну и еще одна, да, цель этого проекта, как оказалось, чтобы находиться в кругу таких замечательных женщин. Я вот, чем больше хожу девушек, чем больше хожу на различные мероприятия, тем больше вижу, что парней там раз-два и обчелся, да, дальше прям ну, живи и радуйся. И это тоже такая особенность, почему в белорусском обществе наиболее включенными и заинтересованными в этой сфере являются именно девушки. То есть непонятно почему. Социальная ответственность может быть ответом. Может быть, не знаю. Ну, я не берусь за это, просто это мое личное наблюдение. Про что я еще отвечал? Что позвали, я очень рада находиться среди таких спикеров. Девочек уже давно знаю и знаю, что они делают всегда с трудом в Фейсбуке. Вот. Ну, короче, не думала, что попаду. Получилось, что позвали. Начиная с вопросов, вообще рассказывая про Минский часовой завод, я подготовила квиз в один вопрос. Вот, с 3 вариантами ответов. Предлагаю вам ответить, как вам кажется, когда Минский часовой завод вообще стартанул свою деятельность по КСО. 3 варианта ответа. Первый ответ. По КСО? КСО, да. Корпоративная в этом году. социальной ответственности. 2000. Подожди, это будет 3-й пункт. 2000. Первый ответ 1980 год, второй ответ 2000 год и третий ответ полгода назад. Давайте, наверное, кто за первый вариант ответа 1980-е года? Один. 2 человека. Второй у нас был 2000-е года.
больше 5. И полгода назад... Правильный ответ, ну, для меня, как я выстраиваю, да, это были 80-е годы, когда Минский, ну, это я так говорю, да, КСО, да, но просто если смотрим в историю, то Минский часовой завод первые часы для слабовидящих или зрячих людей выпустил именно в этот период. Это был 1980-89 год, да, и мы здесь говорим, что Минский часовой завод выпускает вообще продукт, который как бы учитывает, ну, потребности людей с инвалидностью, да. Вот. Второй, конечно, правильный ответ, это будет, ну, где-то там, год назад мы вообще стартанули, ну, даже не год назад, я бы сказала, 2 года назад, Минский часовой завод задумывается вообще, что, ну, как бы, есть ценности, которые нужно как-то транслировать, и это очень важная повестка, да, потому что молодежь сейчас больше всего интересует, это, не знаю, экологические страйки пятничные, да, их интересует очень много всего, и когда ты производишь продукт, то ты не можешь не учитывать ни потребности людей, которым ты это продаешь, да, ни то, как они вообще, что для них очень, ну, как бы важно в обществе, и поэтому, когда ты выпускаешь какую-то продукцию, все равно ты должен тоже транслировать эти ценности и учитывать потребности как бы всех, да, людей. Вот. И когда у нас открывается партнерский проект, вы уже, может, знаете, кафе 1801, оно называется как механизм часовой. Вот. Там учтены тоже потребности людей с инвалидностью. Это сделан туалет доступный, вот. Сделан также пандус, на который вы можете свободно как бы попасть в магазин. Вот. И также нам предлагают вывесить девиантное искусство в кафе и Михаила Булича. Вообще, на самом деле, Мантрифуд, презентацию, да. да, тоже делали, если вы знаете, у них было первое, когда они кафе первое на Некрасова открывали, то у них тоже Михаил рисовал свое девиантное искусство на И стене. Кишель, и Булич, да, мы тоже думали о том, как украсить это пространство, каким оно должно быть, и нам стало понятно, что лучший способ это репрезентация людей с ментальными особенностями, тех, кого не видят, о ком мало знают, потому что тогда будут вопросы, и будут ответы, и каждый гость будет узнавать. Да, и у нас, естественно, до сих пор все это есть, естественно. Да. У нас тоже есть триптих, и также у нас продаются открытки. Да? И мне кажется, это тоже хорошее такое КСО, которое люди, когда приходят, опять-таки они задают вопросы, почему так, почему вы это делаете. И потом, мне кажется, когда вы показываете и транслируете свои ценности как бизнес, да, то другие люди начинают понимать, что окей, здесь у вас доступное пространство. Да, и потом они сами приходят и говорят, вот у нас был проект, не проект, Катя Тикота, да, которая выпускала инклюзивную одежду, она пришла и говорит, хочу в вашем пространстве провести показ, да, потому что первое, оно инклюзивное, у вас есть девиантное искусство, и как раз тоже были майки, да, с таким искусством. То есть, мне кажется, первые этапы для бизнеса, это когда ты начинаешь, ты определяешь для себя самые важные моменты, которые, ну, ты как бизнес хочешь продвигать, да, экология, например, у нас, тоже даже инклюзия и другие еще, там у нас очень много с молодежью и с искусством связанных направлений. Вот, и ты начинаешь их не просто транслировать, а ты начинаешь делать какие-то вещи, и тогда все люди видят, ну, как бы, что для тебя важно. И мне кажется, как возник вот этот проект с хосписом, тоже увидели, что, ну, как бы предложение, большинство людей, мне кажется, здесь из НГО, да? Нет? Нет? Ну ладно, тогда нет. Ну, то есть к нам пришли, да, не мы пришли, а к нам пришли и предложили сделать, потому что, может, вы знаете, что хоспису 25 лет исполняется в этом году. Вот, и они предложили, видели, что мы делаем часы с Митей Песляком, и предложили сделать как бы вот такой проект. Но опять-таки, возвращаясь к Марте, и я начала работать где-то в июне, вот, и тоже считаю, как специалист КСО, что благотворительные проекты, они, ну, хороши, но опять-таки вы ничего не меняете, да, если мы говорим про какие-то изменения в обществе и что люди начинают себя по-другому вести, то эти проекты должны как бы менять поведение людей, да, и это очень важно, чтобы эти изменения происходили, потому что
Если они начнут происходить, то мы все так же будем, не знаю, спускаться в метро с пандусами под углом, там, не знаю, 100 градусов, да, и это будет как бы для всех нормально. Вот. И хоспис к нам пришел, и мы, в принципе, согласились. Получается, мы выпускаем лимитированную коллекцию. Опять-таки, там художник у нас Александр Шабо изображен, ну, как бы его изображение хосписа и всех этих вещей на часах. Всех этих вещей, деревьев. Вот. И для нас все равно это не очень много, потому что, опять-таки, благотворительные такие проекты, они хороши, но, опять-таки, ничего не меняют. И мы дополняем их, мы делали мастер-класс вместе с ребятами, девочками, которые как бы, приходят в хоспис, вот, и мы прям целым заводом собирали циферблаты, искали, да, чтобы, ну, вы знаете, наверное, получше, там очень много мы делаем коллаборации с художниками, и вот мы сделали мастер-класс для ребят и девочек, чтобы они попробовали тоже стать этими художниками и вообще создать свои часы. Было очень прикольно, потому что ребята начинали там рисовать пожарников, ну, все, кто чем увлекается, да, дома были, вот, и потом мы собрали как бы все вместе часы, и ну, тоже узнали про историю, как бы у нас получился отличный такой мастер-класс, плюс они еще с Александром тоже занимались лепкой. То есть здесь для нас было важно показать ребятам, что есть очень много различных профессий, и они на самом деле тоже могут быть, ну, не знаю, кем захотят, да, начиная от дизайнеров или там скульпторами, если они захотят. Вот, то есть все равно важно, мне кажется, как любому бизнесу, в корпоративной социальной ответственности, да, вообще, когда мы про нее говорим, это делать, не просто создавать продукт, да, там, потому что он красивый, а приносить изменения в общество. И мне кажется, что в нашем обществе как раз и сформировалась потребность и запрос, да, потому что молодежь тоже хочет каких-то изменений, хочет, чтобы общество было более инклюзивное, потому что мы все разные. Вот. Это как бы про наших СЭО. Не только бизнес, как условно, не знаю, бренд, который делает какой-то продукт, товар или предоставляет услугу, но и обладает большим громким голосом, скажем так, чтобы говорить на важные темы. Поэтому мы говорим о том, что такие коллаборации, они могут быть определяющими в том, чтобы поднимать вообще какие-то вопросы, там, стигматизации людей с психическими, не знаю, с инвалидностью ментальной и так далее, и говорить об этом. Поэтому я очень соглашусь, что это реально очень важно. Ну, я передам тебе слово одразу. Спасибо. Ганна Бондаренко, Diversity and Inclusion Program лидерка в EPAM Systems. Калилас. Здравствуйте, Да, всем еще раз добрый день. Я хотела бы начать с того, чтобы вообще объяснить, чем я занимаюсь на работе, потому что последние несколько лет я начала затрудняться объяснять своим друзьям, семье, что я конкретно делаю. Моя роль и позиция в организации, в которой я работаю, она достаточно уникальна, и я начала свою деятельность буквально чуть больше, чем полгода назад. Но чтобы разобраться с тем, что значит diversity and inclusion, по-русски это можно сказать как разнообразие и инклюзия, но мне очень понравилась одна метафора, которую я услышала на одной зарубежной конференции, как раз на тему разнообразия, инклюзии. Спикерка говорила о том, что можно эти два термина объяснить очень просто. Diversity или разнообразие — это если бы вы всех решили пригласить на вечеринку, то есть разных людей, разных по возрасту, гендеру, там, своим убеждениям, обязательно позвать ЛГБТКИ и так далее. А inclusion или включенность, да, это все-таки момент, когда эти люди придут на вечеринку, мы бы всех пригласили их танцевать, да, веселиться. То есть какой здесь аспект затронут? Разнообразие, оно может присутствовать, но если нет культуры, инклюзии, да, такого инклюзивных ценностей там, в организации, в обществе, в котором мы живем, если люди не знают, как взаимодействовать друг с другом, не знают о каких-то правилах, не, ну, в общем, ведут себя как-то некорректно, то вот это разнообразие, оно не будет иметь никакого смысла.
Ну, особенно если мы говорим применительно к бизнесу, который уже лет как, ну, вот, порядка 7-8 лет точно осознанно, я имею в виду в международной сфере, работает с темой инклюзии и разнообразия. Очень многие программы по разнообразию, они не имеют никакого успеха, потому что есть какие-то количественные показатели, допустим, сколько женщин должно быть у нас в управленческом совете, сколько в менеджменте, какова должна быть доля различных людей, представителей этнических групп и так далее. Если бизнес думает только про эти цифры, то, скорее всего, вероятность успешности такого предприятия, она стремится, ну, не на очень высокие позиции, ввиду того, что если мы людей не проведем такую подготовительную работу, не научим их, не подскажем, как правильно взаимодействовать друг с другом, не введем какие-то политики, правила на уровне, в общем, всей компании, то есть очень много рисков в этой ситуации. И я скажу буквально несколько слов о компании, в которой я работаю, чтобы, хоть она там и на слуху, но тем не менее, компания BAM Systems, чем она занимается? Это достаточно крупная публичная компания, которая сейчас насчитывает более 30 тысяч сотрудников по всему 25 плюс стран мира, и вообще эта компания американская в данный момент, но основана она белорусом, ей 25 лет, и она занимается бизнесом. То есть, что мы делаем конкретно? Мы спасаем бизнес наших клиентов. Это цифровая трансформация бизнесов наших клиентов. А клиенты — это достаточно известные тоже, в свою очередь, публичные компании. Это Google, Facebook, разные другие, портфолио клиентов очень большое. Но, так скажем, это в основном бизнес, который работает с другим бизнесом. И мы не так часто работаем как бы с конечными пользователями тех самых сервисов, которые, допустим, создают наши сотрудники. Ну, это такой краткий экскурс. И вообще, чтобы понять, почему мы озаботились темами инклюзии и разнообразия, наверное, стоит упомянуть две таких причины. Они актуальны для многих бизнесов. И, может быть, если вы сами представляете бизнес, вам тоже это откликнется. Первая категория причин, она связана с такими, как какими-то push-факторами, то есть это то, что нас заставляет это делать. Если бизнес работает в международной сфере, допустим, это публичная компания, она работает на разных рынках, Европа, глобальные рынки, то мы, собственно говоря, как и другие подрядчики, условно, конкурируем за работу наряду с другими компаниями. То есть это очень конкурентная среда, мы приходим к нашим потенциальным клиентам и говорим: вот наше портфолио, мы можем сделать работу очень качественно и так далее и тому подобное. Но этого уже оказывается недостаточно. То есть такой момент, как социальная ответственность бизнеса, когда мы приходим за новой работой, встает вопрос наряду и с другими, да, но тем не менее есть и вопрос такой: что вы делаете, что ваш бизнес делает полезного для общества, для сообщества, для окружающей среды, то есть кого вы поддерживаете, какие практики есть у вас в компании, которые обеспечивают, например, гендерное равенство в вашей компании и так далее и тому подобное. То есть, так скажем, бизнесу уже недостаточно просто круто делать какой-то продукт, включаются еще дополнительные моменты. Это то, о чем вы упоминали, да, то есть это то, чем условно можно похвастать или отличаться от других бизнесов, которые делают аналогичную работу. Но кроме этого есть еще и как пул-факторы, да, то есть это то, что нас привлекает. Если мы начнем заниматься там, не только КСО, но и там, разными другими практиками, о которых, я надеюсь, успею упомянуть, одна из важнейших ценностей для бизнеса — это являются люди, да, которые работают. То есть вот 3 столба любого бизнеса по такой концепции КСО — это people, planet and profit. Такие 3 P — это люди, планета, ну как окружающая среда и как бы прибыль компании. И людьми, на самом деле, особенно в тех секторах, которые являются такими сейчас движущими в экономике, вот, допустим, сфера технологий, в которой я работаю, люди являются таким очень важным капиталом компаний. Соответственно, если наш бизнес предлагает сотрудникам нашей компании как-то включиться в тему, сделать не только свою работу, но и помочь сообществу, помочь окружающей среде, и бизнес предоставит какие-то инструменты, с помощью которых сотрудник компании или сотрудница может поддержать какую-то инициативу, то это очень классно влияет на вовлеченность этого
сотрудника, да, то есть повышает уровень, так скажем, вовлеченности не только в работу, но и в целом понимание того, что этот человек что-то меняет, что-то делает в компании. Поэтому это такие, знаете, метрики, за которые бьются многие HR, то есть те, кто работает с персоналом в компаниях. Это уровень, индекс вовлеченности человеку в работу, готов ли этот человек рекомендовать своего работодателя кому-то другому. Соответственно, когда вот эти два потока складываются между собой в одно, это то, что нужно нашим клиентам, чтобы мы получали новую работу, это то, что нужно, это важно для наших сотрудников. Здесь, кстати, очень классно накладывается история с поколенческой теорией, да, то, что есть X, Y, Z, и для каждого поколения важно что-то свое, то есть для кого-то более важно, кроме того, чтобы делать свою работу, делать какие-то преобразования в мире. Ну, то есть, если бизнес собирает это все в одну историю, то получается, что на самом деле сейчас вот просто ограничиваться созданием какого-то продукта или какой-то услуги, этого уже давным-давно недостаточно, и здесь рождаются различные активности и приоритет компании по части корпоративной социальной ответственности, да, у каждой компании это может быть какая-то своя история. Например, вот если вы представляете какие-то инициативы, которые ищут поддержку, в том числе у каких-то крупных брендов, я рекомендую не жалеть своего времени, зайти на официальные сайты, посмотреть информацию о компании, где, скорее всего, вы найдете какие-то ключевые приоритеты в работе, по каким направлениям, допустим, по той же КСО. Я знаю, что, допустим, для компании, в которой я работаю, определены такие векторы, как образование, окружающая среда и сообщество. Ну, то есть это максимально широкие какие-то категории, но если свести с конкретным примером, то я могу припомнить бесчетное количество образовательных инициатив, которые поддерживает компания, да, по части образования. Есть даже внутренняя программа, которая заключается в обучении детей навыкам программирования с возраста 6 лет до 17-18 лет. И на самом деле от общего количества детей, коих сейчас более 2000 по всем офисам компании, которые обучаются по этой программе, около 15-20% от этого общего количества детей – это дети из партнерских организаций. То есть это не дети сотрудников, а это дети из дружественных нам организаций, которые работают с темой инвалидности, которые работают с темой людей без здоровья. То есть реально это большое количество. Но самое интересное, что хотела сказать, это то, что я не работаю с КСО. Ну, то есть есть вообще отдельные моя коллежанка, да, то есть она является локальным лидом и работает со всеми этими историями. Я хотела рассказать о том, что вот Марта, мне кажется, очень с тем, как вот ваш бизнес работает, именно с инклюзией внутри самой организации, упомянуть такой момент, что, безусловно, можно поддерживать ряд практик, инициатив, проектов, которые вне организации, но стоит задаться таким вопросом, насколько вообще наша внутри экосистема, она, так скажем, соответствует тем ценностям, которые мы декларируем, да, то есть мы говорим о том, что мы поддерживаем цели устойчивого развития, одна из которых достижение гендерного равенства или там предоставление экономических возможностей, расширение экономических возможностей для разных уязвимых групп. И вместе с этим, если, допустим, наша организация, она не будет соответствовать там, тем ценностям, тем принципам, к которым мы сами хотим стремиться, то это большой вопрос. И в этом году мне удалось убедить локальный менеджмент, что нам, в общем-то, как бы стоит задаться серьезно этим вопросом, потому что у нас накопится огромное количество проектов, которые мы поддержали в разных форматах, да, но как партнеры, давайте все-таки посмотрим, как у нас обстоят дела с тем, как представлены женщины в разных функциях нашей организации. То есть в сфере технологий есть такой момент, что женщины являются мало представленными в ИП вообще, в принципе, и это связано с большим количеством причин, но одна из них это связано с выбором вообще вектора обучения на уровне там, даже еще начальной школы, на уровне 7 лет. И, так скажем, не многие девочки в детском возрасте имеют возможность потрогать, пощупать эти технологии. И в итоге мы имеем уже очень большой перекос вот этой воронки соискателей, которые приходят к нам трудоустраиваться на работу. И, так скажем, если не иметь возможность никак на это влиять,
там, начиная с детского возраста, то мы еще не знаю сколько лет, это не 20 и не 30, ну то есть это будет воспроизводиться поколениями, да, то есть что у нас будет больше мужчин представлены на технических ролях, а женщины будут работать в администрации, не знаю, в маркетинге, то ничего не изменится, если мы на уровне, так скажем, получения образования не сможем на это влиять. Так вот, получается, что локальный менеджмент и глобальный меня поддержал в моем таком proof of concept, то есть как бы в моем объяснении, насколько тот потенциал, который мы теряем сейчас, он реально критичен для той сферы бизнеса, в которой мы работаем. И мы решили посмотреть, как обстоят дела. Мы сделали очень большое исследование, посмотрели аналитику по всей организации в Беларуси, по такой гендерной линзой, в том числе посмотрели реально, насколько наша рабочая среда, что ли, инклюзивна для людей с разной формой, с разной группой инвалидности, то есть вообще посмотрели, работают ли у нас люди с инвалидностью, с какими, возможно, сложностями они сталкиваются. Также у нас есть в том числе люди, которые переехали к нам из других стран, и не только из России, Украины, там, и не из близлежащих, а из очень далеких. И, соответственно, у нас была возможность наши гипотезы интуитивные, да, там, с какими сложностями сталкиваются, допустим, те либо иные люди, проверить конкретными цифрами. И получились очень интересные результаты, которые на самом деле можно начать рассказывать было бы с процесса найма, да, заканчивая увольнением человека, то есть они затрагивают реально весь жизненный цикл сотрудников компании или сотрудницы. И нам это исследование очень помогло определить какие-то узкие места в тех уже устоявшихся там процессах, которые есть в компании. Компании 25 лет, она очень большая, 10 тысяч сотрудников в Беларуси, соответственно, ну, каждый, кто приходит на работу и каждый, кто потом увольняется, проходит через ряд каких-то практик стандартизированных. И мы рассчитываем на то, что эти практики, они будут максимально для всех, но тем не менее, вот с учетом этой аналитики нам удалось найти какие-то узкие места. Ну, я поясню на примере, да, то есть ни для кого не секрет, что там в Беларуси менее 1% мужчин пользуются опцией декретного отпуска. И, как мы знаем из последних новостей, буквально накануне, что сотруднику МЧС не продлили контракт, скорее всего, по этой причине и так далее, который хотел взять декретный отпуск. То есть есть определенные нюансы законодательства, которые не совсем адаптированы, но вместе с этим в плане как бы нашей окружающей среды на работе, каких-то процессов, нам удалось уточнить, что если, допустим, мама, чаще всего это мама, берет отпуск на срок год и более, да, там, в среднем это у нас 2 года, у нас раньше чаще всего приходит мама из декретного отпуска, но если это год и более, то это потом достаточно серьезно влияет на скорость продвижения карьерного, да, то есть эти мамы потом застревают, так скажем, на одном уровне профессиональном и медленнее двигаются по карьере. Это, скорее всего, связано, что по возвращению из декретного отпуска профессиональная квалификация утеряна, нужно больше времени на восстановление, нужно больше ресурсов и так далее. Поэтому мы можем предполагать, да, что, окей, как бы, если для нас это сейчас такое узкое место, мы можем подумать, какие мы можем имплементировать дополнительные практики, возможно, во время декретного отпуска не терять связь с этой мамой, да, если она хочет оставаться на связи, предлагать ей какую-то коучинговую поддержку, какое-то обучение онлайн, или она могла бы выступать даже ментором тому человеку, который пришел на ее место. Чаще всего это же происходит, что нанимает другого сотрудника или сотрудницу. И с другой стороны, работать больше с тем, чтобы вовлекать там пап как-то, да, в эту опцию декретного отпуска. И как раз коллеги могли узнать о шведской модели Smart Parenting, которая есть на эту тему, как им удалось в свое время преодолеть вот этот разрыв в количестве мужчин и женщин, которые пользуются декретным отпуском, ведя обязательно декретный отпуск